так как у нас здесь штаб татар, и хотел бы вас спросить и предложить, если вот мы в будущем, да, вот для таких как вы, организуем здесь, именно вот на этой площадке, как вечер вааза, вечер урока, вопросы-ответы о религии, о чем-то новом, об исламе, если я буду приходить и вам рассказывать не только 10-15 минут, а именно около получаса, минут 40, на интересные актуальные темы. Будет ли это для вас интересно, если мы создадим такую площадку и будем встречаться? Вот сегодня, например, я думаю, у многих у вас тоже возникли некоторые вопросы, но ввиду того, что вы меня видите в первый раз, есть такая некая скованность. И неудобно подходить, вроде хазрат, вроде вдруг не так поймут, вдруг как бы некрасиво, неудобно. И я сам через это тоже проходил и тоже прекрасно вас понимаю. И, приблизительно мы одного возраста, лет на 10 кого-то я, возможно, старше, я не такой уж старый, мне всего 31 год, мне тоже 32, оказывается, недавно исполнилось, но ощущение, да, еще молодости. И поэтому я вас хочу спросить, если мы сделаем вот такое, будет ли это актуально и сможете ли вы приходить именно для религиозных уроков? То есть именно слушать, не для того, чтобы что-то записывать, там что-то потом сдавать, что-то заучивать, а именно что-то спрашивать, на что-то получать ответ. Вот, например, когда мы там сидели, в общем, такую актуальную тему поднял, тему никаха. Например, молодежь сегодня не знает, каким образом вести себя в супружеской жизни. Это не только там внешняя сторона, но есть еще много религиозных вопросов, которые мы, мусульмане и мусульманки, не знаем. А когда сталкиваемся с проблемами, нам нужны имамы, нам нужны хазраты. Вот на сегодняшний день почти каждую неделю поступают телефонные звонки и говорят: хазрат, как нам поступить? Вот у нас 4 детей, мы вот развелись, я ушла. Снова хочу вернуться к мужу, но никак у нас испорчен. Что нам делать? И вот очень много вопросов на сегодняшний день связано с этим.